26 апреля мы отметили день рождения великого сына татарского народа Габдуллы Тукая и день родного языка. Как всегда, по доброй традиции, по Татарстану прошли десятки мероприятий. Самые важные и значимые – вручение Тукаевской премии, День поэзии, фестиваль Мин-Татарша Селяшем, возложение цветов к памятнику поэту в Казани и в Москве. Обладателями главной премии в области литературы и искусства стали Наиля Кумысникова за серию декоративных панно, посвященных национальной теме и выполненных в технике кожаной мозаики. Шавкат Сибгатуллин за сборники стихов. Фердавис Ханов за значительный вклад в развитие отечественной и татарской национальной культуры в области архитектуры и градостроительства. До сих пор не утихают споры, кто достоин и кто остался без престижной премии. Злоба некоторых доходит до абсурда. Великий и непревзойденный Тукай в своих стихах не раз признавался. Он терпит злобу, подлость и гнусность людей. Они словно палкой тычут мое назойливое тело. Но больше всего меня выводят из себя глупцы, которые вынуждают кричать и плевать то и дело, писал поэт. Такой был Тукай, горячий правдорубец, который не любил прятаться за красивыми словами. Именно острием своего пера он поражал самые болезненные точки общества. Он пытался не просто вырвать эту язву, он пытался найти лекарство от наших болезней. Но, увы, волшебных пилюлей не бывает. За последние столетия смогли ли мы побороть наш недуг? Что бы сказал сегодня нам Тукай? Смог бы простить он наши ошибки и прегрешения? Народу, для которого его нежный и печальный саз, язык поэта, уже не кажется таким родным и близким. Ильзира Юзаева продолжит. В 60 километрах к югу от Уфы в Ургазинском районе Башкортостана находится старинная татарская деревня, история которой восходит аж к началу XVIII века. Человека, который первым вступил на эту землю, звали Тукай. Он был ясачным татарином и к большой поэзии наверняка не имел никакого отношения. По крайней мере, в истории деревни данный факт не значится совсем. И все же тезка великого поэта, появившийся на свет за несколько столетий до его рождения, так или иначе, своим звучным и родным для каждого татарина именем увековечил его память на этой земле. В нашей деревне родились многие знаменитости. Одна из них – Марьям Резяпова, первая женщина-врач среди татар. В нашей деревне также родился генерал советской армии Якуб Чанышев. Известно, что Галимжан Ибрагимов перед тем, как поступить в медресе Галия, учился здесь, у нас. Это новая техника, называется пластинография. Видите, эти бабочки снимаются. Когда-то в большой деревенской школе, где преподавание даже велось на родном татарском языке, обучались свыше 300 детей. Проблемы демографии не обошли их стороной. Снижение уровня рождаемости, отток населения, деревня стареет, население уменьшается и похоже, что уже не в силах справиться с ворохом проблем. Сегодня в деревенской школе учатся около 80 человек. Больше половины из этого числа дети из самого Тукаева. Другая половина из соседних деревень. Но почему-то в тукаевской школе родной язык, отца и матери язык не слышится вовсе. Мне, честно признаться, очень стыдно, что в деревне, которая носит имя великого Тукая, не преподается родной татарский язык. В нашей школе сегодня преподаются русский язык, английский, немецкий, башкирский. Среди этих 4 языков татарскому языку не осталось места. С 2018 года, с момента принятия поправок к закону об образовании, которые дали право родителям выбирать родные языки, в Тукае отказались от языка Тукая. Вот уже долгих 6 лет дети татарской национальности, а таких деревней как минимум человек 40-50 в школе не изучают ни родной татарский язык, ни родную татарскую литературу, ни одного учебного часа. Хотя у школы есть все возможности для преподавания. Учитель татарского языка с высшим образованием, который специально заканчивал вуз в Уфе, работает в этой же школе учителем физкультуры. Где она, эта правда жизни? У кого искать справедливости, если этот выбор они сделали сами? Народу, некогда воспитавшему генералов, встать на защиту своих законных прав, может, просто не хватило духа? Эта ситуация нас очень беспокоит. Сердца наши горят. В татарской деревне не изучается татарский язык. Якобы много детей из других деревень приезжает учиться.
Резко против, но эйтельми. Бик зургана тауш был, которые родители хотели, которые не хотели, но, по-моему, все равно заставили подписать. Результат очевиден. Сейчас даже маленькие дети не говорят по-татарски. Сегодня Республика Башкортостан после Дагестана является одной из самых многонациональных республик в России. Именно здесь, в условиях этой многонациональной, многоязыковой палитры, проживает и около 1 миллиона татар. По крайней мере, такие данные были собраны в последнюю перепись населения. Есть районы с преобладающей численностью татар. Соответственно, в этих районах велика и численность детей татарской национальности. Однако сколько из них сегодня изучает родной татарский язык? Эти цифры были озвучены представителем Министерства образования Республики Башкортостан во время съезда татар Башкортостана в 2022 году. В Белебеевском районе сегодня проживает 2700 детей татар, но татарский родной язык изучает чуть больше 300 человек. Аналогичная ситуация и в Кармаскалинском районе. В Дюртюлинском районе из 5000 человек родной татарский изучает меньше половины. В Туймазинском районе из 7000 всего 4000. В Иглинском районе всего 110 человек, а в Мелеузовском 187 детей, изучающих татарский язык. И это на весь район. В самой Уфе проживает 44 тысячи детей татарской национальности. Это огромная численность. Но родной татарский язык в школе преподается только 10% учеников. Даже если 7, даже если 9, но независимо от количества, мы предоставляем право изучения родного языка. Допустим, у нас изучали латышский язык, белорусский язык изучается, украинский. Кстати, мы единственный субъект, где в качестве родного языка есть изучение украинского языка в 2 школах. Почему же тогда родной татарский язык изучает всего 26% детей? От родного языка отказываются целыми деревнями. Как уже говорится, сегодня вот не зря же мы говорим, что мы должны работать именно на то, чтобы родители, и, конечно, не только родители, но и общественность, общественные организации работали на то, чтобы сохранить родной язык. Как сказал бы великий Тукай, горьким вышел этот стих, горечь сердца вбирая, хоть где-то спящие страсти и прорвались на свет. И все же, каким бы критичным в своих стихах Тукай не был, он всегда оставлял своему народу надежду. Если бы не так, то тогда бы вряд ли он сказал, что есть еще благодать небес, которая должна помочь расправить наши крылья. Эльзира Юзаева, Иринас Васиков. 7 дней.